Добрый день, шановне господарство. І знову живое включення Радіо Свобода з вулиць Менску. Тепер ми на проспекті Незалежності, адкуль стягиваються ці, докладніше розтягуються колони людей, які були на площі Незалежності сьогодні у день. Добрый день. Радіо Свобода. Скажите, мы ось просто не дошли до площади Незалежності, ці там ще заставалися люди, ці це вже розходяться усе. Я лічу, що вже усі розходяться, але там було вельми шмат людей. Виступала Марія Колєснікова, потім вона перейшла і виступала возле здання КГБ. Але міліціонери, які вирішили пустити автомобільний рух, припинили її виступлення. Ну, це все, що там відбувається. І ми пішли додому. Які увогуле у вас ураження від того, що було на площади Незалежності і на стелі, коли ви там були? Так, це було фантастично. Тобто, такої кількості людей я не бачив ніколи у своїй житті. Це вельми шмат людей. Ну, я не знаю, що вам казати, тому що це вельми много людей. Ну, ніколи я такого не бачив. Навіть на музичних фестивалях? Навіть у китайському рок-фестивалі «Клубничка» у 2010 році. А там було, у пекінському, там китайців вельми шмат було. Тобто я такого в Мінську так само не бачив. І все було вельми мирно, вельми емоціонально, але ж всі розуміли, що нас вельми шмат, і треба як-то уживатися друг з другом, тобто ніхто нікого не душив, ніхто нікого не пинав. Це була, як-то своя дистанція була між сябрами, але там, шмат других. Як ви думаєте, ці ось сьогоднішня акція, це абсолютно надзвичайна для історії навіть Білорусі, ці вона зможе, звісно, попливати, ці може привести до змін ніяких? Хотелось бы, але я не ведаю, что будет в будущем. Я не экстрасенс. Ну, хочется в это верить. Я лічу, что шмат людей хочется в это верить, что нечто зменится. Дякую вам велике. Дякую. По ободвух боках ідзе колона гэта. Калі мы далучаліся на Кастрычніцкай плошчы, людзі яшчэ ішлі па праезнай частцы, але потым, вось як нам зараз распавядаў чалавек, міліцыя пусціла рух па праспекце Незалежнасці, і людзі вымушаныя былі сысці на тратуары, дзе зараз ідуць. Вось мы да плошчы Перамогі цяпер падыходзім. Добрый дзень. Радіо Свобода. Скажите, будь ласка, а у який час сьогодні ви вийшли і долучилися до шестя по городі? Мы в 2 где-то вышли и в 3 были на стеле примерно. А потім що робили? Ну, мы сначала сидели там, потом пошли поели, подзарядились и пошли на площадь Независимости. И вот вместе с людьми идем сюда, да. Які саме моцні враження за сьогодні у вас? Когда все машины бибикают, и мы такие, у-ху, мир! Да, очень Да. много людей, очень классно. Ці ви бачили шмат міліції сьогодні ось під час усіх? Возле Дома ветеранов была кучка слабовиков, а помимо этого не особо, только в основном гаишники. Як ви думаєте, чому ось ще некалькі дзён тому просто Менск кишеў людзьмі ў чорным, амапаўцамі, міліцыяй, а сёння іх не заўважна нават? Сложно сказать. Ну, либо план поменялся у кого-то, либо это какое-то затишье перед бурей. Не знаю, я не эксперт. Вось пытаўся ўжо ў людзей. Як вы думаеце, сённяшняя гэта акцыя можа да чагосьці прывесці наступнага? Я думаю, что она уже привела. Это уже нельзя игнорировать. Это все понимают, и даже там тоже. Дякую вам велике. Хотели Александр? Я думаю, что не намеренно, но объединили весь наш народ. И уже это никак не изменится. Мы одно целое, и все. Мы добиваемся того, к чему мы, в общем-то, идем все. Кажется, што вы цяпер адно цэлае, то бок раней не адчувалі сябе настолькі з'яднанымі, як зараз? Ну, мы
мы сейчас прям как все как одна большая семья. Раньше такого не было. Это впервые вообще, что все настолько друг друга поддерживают, все настолько идут к одной цели. Ну, мне кажется, это прям феноменально, что это какой-то исторический момент, реально, без шуток. Радіо Свобода рулить, ви молодці. Дякую, дякую вам за розмову і за комплімент у наш бок. Дякую. Ось до площі Перемоги підходимо. Тут з ракурса, бо площа кругла, з ракурсу можна буде побачити, напевно, наколькі розтягнулася колона. Ось я наперед навіть не бачу кінця її по лівому боку. І, звісно, як і цілий день, зараз, напевно, бачите, просто невероятна кількість червоно-білих стягов. Шмат уже хто задається питанням, адкуль яны увогуле могли ўзяцца, бо просто ўражанне, што ўвогуле увесь горад цяпер патанае у чырвона-белых сцягах. Добрый день. Радыё Свобода. Подзяліцеся сваімі ўражаннямі за сёння. Это невероятно. За всю суверенную историю нашей страны никогда не было такого. Просто атмосфера праздника, люди сами собираются, то есть нет лидера. Все очень круто, просто реально я теряюсь. Ну, просто не могу найти подходящих выражений, чтобы описать это все. А той, што няма лідера, ці гэта добра, ці гэта дрэнна, на вашу думку? Вельми добро. Вельми добро. Чаму? Это просто шикарно. Я не знал, что мы так можем в стране. Как будто вообще это не Беларусь. Я был на стеле сегодня. Я в силу возраста не жил, скажем так, в Беларуси без Лукашенко. То есть это, ну, это, наверное, такое слово вельми цудовно можно описать. Какая-то гордость появляется за нас, за белорусов. Теперь уже, знаешь, как-то никто раньше не кричал «Живи Беларусь», там БЧБ, это что-то из космоса было. Тут каждый просто... Ну, у людей обычных ассоциировалось только с чем-то негативным, там, ну, как-то пытались оппозицию очернить и так далее. А сейчас выходят, ну, вы посмотрите, сколько БЧБ по всему городу, как бы. И люди выходят со своим историческим флагом, и это здорово, то есть выходят абсолютно все, то есть и все понимают, что, скажем так, «Живи Беларусь» это нормально, то есть в этом нет ничего негативного, то есть... Ну, так, это все, просто нету слов, сейчас эмоции просто через край. Да. Посмотрите, все улыбаются, просто все. Да, люди сигналят, все им отвечают, то есть там дают 5, то есть, ну, вообще все это круто. то, что нас объединило. Все говорили когда-то о, знаете, что вот, ну, какой-то белорусской идеи, и вот она, кажется, начинает появляться. Прямо сейчас мы делаем историю. Да, история на наших глазах. То есть это особенно, когда сейчас были пару часов назад на стеле, и там, по-моему, Олесь Михалевич, ну, вот, вешал флаг. То есть ты понимаешь, что история творится вот прям в паре метрах от себя. Я надеюсь, скоро БЧБ будет висеть просто везде, как государственный символ. Знаете, как в Европе, как в Италии, просто не на балконах вывешивают эти флаги. Хочется, чтобы у нас тоже так было, чтобы больше любили Беларусь, Чтобы чувствовалось единство народа. А где вы вешивали на незалежности стяг? Получается, вот стела и под стелой памятник. Вот, и вот, На стеле, не на площади незалежности. На стеле, да? Да, на стеле именно получается, стела Минск город-герой, и вот на ней. Дякую вам велике. Все. Зараз, може бути, у нас... Ні, заходимо у підземний переход, може трошки бути проблеми з сигналом, але хутко адсюль вийдемо. До речі, поділюся враженнями своїм, покуль сюди їхали на метро, упершыню бачив, як просто увесь состав метро скандував «Живе Беларусь». Просто ніколи такого не можу пригадати, як такое колись з'являлося, здаралося, пробачте. Добрий день. Радіо Свобода, жива трансляція. Ось скажіть, увесь город у стягах.
Адкуль у вас сцяг? А гэты сцяг я набыў, калі хадзіў на дзень волі ў 18-м годзе з тых часоў. Як часта ўвогуле выходзілі з ім на вуліцу? А вось апошні раз да гэтага года вось быў у 18-м годзе. Вось. А зараз усё лета. Кожны дзень. 2 гады ён ляжаў. Ён вісеў на сцяне і чакаў, калі я яго возьму ў горад. Але гэтым летам не было ніякіх пытанняў, праблемаў з тым, што вы хадзілі з чорна-белым сцягам па вуліцах? Ну, былі адзін час былі легальныя мітынгі, былі пікеты, таму туды я браў з сабой сцяг. І з гэтым не было праблем. Як увогуле вось той факт, што столькі шмат сцягоў на вуліцах Менску сёння? А гэта дае надзею. Бо я памятаю, як гэта было 10 гадоў таму, я такога не бачыў. А зараз ёсць надзея. Надзея, што нешта зменіцца да лепшага. Як вы сабе бачыце вось змененне да лепшага? Як хутка гэта можа адбыцца, якім чынам? Як вы гэта сабе ўяўляеце? Вы ведаеце, у нас шмат вельмі разумных людзей, прафесіянальных людзей, а яны зробяць наша жыццё лепшым. І ўсё у нас атрымаецца. Добре, дзякую вам. Добрый день, Радио Свобода, живая трансляция. Распавядзіце сёння, як доўга вы шпацыруеце па горадзе, дзе былі? Ну, мы здесь половину другую вышли с дому. Адкуль? В Новой Боровой живем, Уручем. И вось. Пешки адтуль пайшлі? Не, пешки мы доехали на метро до ЦУМа, до площади Якуба Колоса. И вось пешку и полову города прошли. Для Стеллы были, мы потом на площади были. Што больш за ўсё за сённяшні дзень вас уразіла? Такая неверагодная колькасць людзей. Я за свае 40 год амаль што жыцця не бачыў. Ні ў пачатку 90-х, ні зараз. Такой колькасці не бачыў. І гэта маральны ўздым народным. Мне падаецца, што сапраўды кажуць, што зараз адбываецца нараджэнне беларускай нацыі. Зараз. Менавіта праз пакуты, праз гэтыя забойствы, праз боль. І мы нараджаемся зараз. Беларуская нацыя. Падаецца, гэта... Пакуты і боль маеце на ўвазе вось тыя, хто гвалты і ахвяры, якія былі? Так, гэта ахвяры, якія праз уладу ўсё гэта зроблена. Пытаюся людзей, як думаеце, што далей? Вы што заўтра будзе? На маё меркаванне, што тое, што зараз адбываецца, гэта добра ўсё. Гэта свята, але гэта не канчатковая перамога. Разумееце? Ёсць розныя абставіны. Ёсць у нас усход, ёсць захад, ёсць яшчэ улада, яна хоць і нелегітымная, яна дэлегітымізавала сябе праз кроў, але яна ёсць. Яна аддае загады зараз вайскоўцам, АМАПу, так? Таму што не трэба расслабляцца яшчэ. Трэба гуртавацца, трэба паказваць, што у нас большасць. Мы ўжо сёння паказалі. Трэба працаваць нашаму выбранаму прэзідэнту. Мне падаецца, што трэба ствараць, я выбачаюся, ўжо няма голасу, ствараць нейкі урад, кабінет міністраў. Трэба працаваць. Добре, дзякую вам. Дзякую вам. Дзякую вам вялікі. Нагадаю, мы ідзем па праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе тысячы людзей разыходзяцца ўжо пасля шматгадзіннага мітынгу і спачатку каля Стэлы, а потым і все гэтыя людзі пайшлі на плошчу Незалежнасці і, можа быць, па фотаздымках бачылі, што цягнуліся ажно да будынку КДБ і скрыжавання з вуліцай Леніна. Столькі шмат людзей у Менску на вуліцы не выходзіла ўвогуле ў гісторыі. Ну і Менскую Беларусю у тым ліку. Добрый день. Радио Свобода. Можно вам пару пытаний? Мы вас видели. Спасибо.
Добрый день. Рада Свобода. Скажите, калі ласка. Ой. Да, Рада Свобода. Скажите, калі ласка, як вам ввогуле сьогоднішній день? Очень удивлены, большое количество людей очень удивлены взаимопомощью. То есть люди, которые привезли воду к Стелле, люди, которые брали пакеты воды от Стеллы и несли ее к дворцу, ну прям... То есть, ну, белорусы, вы лучшие! У! Прям сердцем отданные родной земли. Але про гэтых людзей казалі, што нельга з'ехаць з краіны і запалкі пакінуць, бо спаляць усё. Не про гэтых людей так казали. Не яны. Гэтые люди со своей страны. Ці чакалі вось падобнай салідарнасці самаарганізацыі, про якую вы кажаце? Догадывался, но это тот самый момент, когда я горжусь тем, что я один из них. Я горжусь этой нацией. Мы действительно, мы нация, мы белорусы. Ну, вау. Просто вау. Раней не было у вас, ну, вось такого почуття поєднання з нацією? Оно было очень, ну, местами, маленькими группами. Сейчас мы все, вот один за всех и все за одного. То есть, действительно, мы все, и нету никого, кто в стороне. Мы все один единый организм, одно единое целое, которое хочет одного, и, ну, это просто восхитительно. То есть, это... А люди, які на площі Незалежності раніцай былі у падтрымку дзеючай улады, ці гэта не вось расслаенне грамадства, про якое кажуць улады? Ну, я тут ничего не могу сказать, я их не видел, ну, меня там не было, поэтому ничего в этом направлении сказать не смогу. Каждый человек имеет право на свое, скажем так, решение и свою поддержку. Только очень хороший вопрос, это является его истинное решение, либо он это делает под какой-то, не знаю, под каким-то прессингом, за какие-то деньги или что-то еще. То есть те люди, которые выходили туда с идеей того, что это наш президент, мы хотим его поддержать, на здоровье, их право выбора, почему нет? Мы, в конце концов, демократическая страна, и любая мысль – это нормально. Но к ним тоже есть определенные вопросы, насколько они информированы, что они видели, какие они выводы делали. Поэтому сказать, что это плохой митинг – нет. Сказать, что это хороший митинг – тоже нет. Как-то так. Дякую вам за міркаванне. Перайдзем вуліцу Козлова. Сёння, дарэчы, вось акурат у гэтым месцы налева збольшвалі людзі. Гэта акурат шлях з праспекту да Стэлы. Усіх, хто ішоў па праспекце з боку ўручу месца. Вось нейкая бригада людзей, рамонтнікаў, маша нам рукамі, з чырвона-белымі сцягамі, і аўтамабілі і матацыклы, як мы бачым. Добрый день. Рада Свобода. Можно пару пытаний задать вам? Пожалуйста, только мы говорим на русском языке. Ну, як вам зручнее, нам не принципово. Скажите, вы сегодня удзельнічалі у митингах? С превеликим удовольствием. С превеликим удовольствием мы участвовали в этом митинге на площади у Стеллы. Да. Чему с превеликим? Зов сердца. Зов сердца и желание перемен. Мы хотим показать, что мы такой же цивилизованный народ, как наши соседи, прибалты, поляки,
украинцы, если хотите, да, то есть мы ничем не отличаемся, и, может быть, где-то лучше несколько. Вот так. Раней ці не було такої можливості показати, що ми цивілізований народ? Многими владел страх, потому что было очень много прецедентов, которые заставляли людей молчать. Сейчас это, произошел прорыв, если хотите, да, и мы почувствовали какой-то глоток свободы, но ее попытались подтопить в крови. Вы знаете, что произошло. И вот сейчас негодование, но, слава Богу, это все в пределах закона, это все толерантно, это все корректно, как вы видите, да? Мы не нарушаем правила дорожного движения, мы не сорим. И, и это только начало. Я надеюсь, что это только начало. Що буде далі після такого початку, як ви думаєте? Мы только что говорили об этом, что хорошо было бы бескровная передача власти. Очень хотелось бы возвращения Светланы Тихановской и бескровная передача власти, что, наверное, сложновато. И потом, я так думаю, что привлечение ответственных за все происходящее, к ответственности, если мы цивилизованная страна и хотим жить по законам. Понимаете? Вот мне в этом хотелось. Не хочется ни насилия, ни крови. Хочется спокойствия и корректности, и законности, разумеется. Як ви думаєте, який термін, як хутко таке може відбутися? Конечно, знаете, Булат Шарович Куджава однажды сказал, еще в 90-е, когда распадался Советский Союз, одну секундочку, вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что труден быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Мне бы хотелось, чтобы это было компактнее, конечно, во времени. Но как получится, трудно сказать. Кое-что зависит и от нас, чтобы не растянуть этот процесс подольше. Дякую вам. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Добрый день. Скажите, вы на ровері так само едете с митингу? Да. Весь путь со Стеллы и весь город. Ехал на велосипеде. Наскільки зараз безпечно їздити на ровері у порівнянні з тим, як було пару тижнів тому? Абсолютно безопасно, очень удобно. Вообще никаких вопросов нет. Що ввогуле ви думаєте ось про гэты мітинги, напевно, можна їх так назвати, і на Стелі, і на Незалежності? Это прекрасно. Сегодня город просто ожил. Это, по-моему, самый замечательный день в истории Минска, который я наблюдал в плане единения общества. Это просто шикарно. Як би ви це ввогуле назвали? Протестом, мітингом? У вашому відчуванні, що це було таке? Это какая-то акция народного единения, по-моему. Просто все люди вышли, да, это и протест, это и митинг, это и шествие, это и демонстрация какая-то, прям все вместе, я не знаю. Это и праздник, это как будто большой праздник нашего народного единения. Мы увидели друг друга, мы увидели, что нас очень-очень много. Куда бы я просто не заглянул сюда, на проспект, здесь очень много людей, это здорово. Дякую вам велике. А кроме Минска, я скажу, что сегодня... Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Добрий день. Скажите, ось як часто ввогуле гэты лозунг вам даводзілася выкрикваць да гэтага лета? Другі раз у житті. Перший раз я був 25 сакавіка 2018 года. Это было 100-годие БНР. Тому, другий раз. Вот перший раз я гэты фляг, наш червоно-белый, ён використовується у перший раз. Сьогодні перший раз? Перший раз. И он был у меня дома на стене,
Перший раз. Як довго висів він вдома у вас на сцені? 2 года. Стагоддя БНР стало таким початком для вас? Так, я думаю, что так. У перший раз, ну, у 2018 году я почув себя белорусом. Коли отчув эту атмосферу, коли был гэты праздник, свято гэта, ну, стагоддзя БНР, поэтому я вельмі, ну, мне прыемна то, что вы зараз со мной размаўляеце, вельмі прыемна. Тому, ну, нечага больше вам. А скажите, вось сёння вы были и на стеле, и на площади Незалежности? На жаль, не был. Где вы были? Я был у вёсцы. А толькі зараз долучилися? Убачив, якое свято, ну, зараз відбувається у Мінську. Тому я вирішив, я так само обов'язаний бути з усіми. А які настрої у вёсцы зараз? Вось як у вёсцы? Ці адчуваецца то, што... По-розному. Плохо там все. По-розному. Некоторым, ну, з некоторыми треба розмовляти. Вот. Так само. Но люди не ведають, що робити. Насамрэч, люди не ведають, що робити. У них нема другого вибору. Добре, дякую вам велике. Тут уже больш так разрэджана рухаецца колонна по праспекце, паколькі нас даганяюць, ну, фактычна хвост тых людзей, якія сыходзілі з плошчы Незалежнасці, але ўсё роўна можна назіраць гэта, ну, такі бясконцая такая плынь уздоўж праспекту. Ну, фактычна, вось тут на плошчы Якуба Коласа мы акурат пачыналі стрым сёння ў абед каля, напэўна, 1-2 гадзіны. І зараз вось у адваротным кірунку людзі ідуць, і некаторыя казалі, што з Новай Баравой гэта за кальцавой аўтадарогай. Сапраўды з розных частак горада просто пешкі сцікаліся і вось зараз расцікаюцца. Добрый день. Радио Свобода. Знаем вас очень хорошо. Спасибо огромное вам, что вот все в это время вы поддерживали. Вас били, вас гоняли, но вы поддержали народ. Вы уже стали настоящей свободной СМИ, прессой. В свое время, в 2017 году, мы стояли около СМИ, Даны Мол. Мы одни там протестовали против Даны. И были годы, что вы нас проводили и нас посадили. Нас стояли, хотели арестовать. Тогда нас было это маленький пикет, 5-6 человек. Ну как все изменилось. Стали и прессу, вас же забирали тоже. Ну, спасибо вам огромное. Я думаю, в нашу победу мы верим. Она, хочется думать, что она уже наступила. Что будет... Калі вы зразумееце канчаткова, што перамога наступіла, што вы называеце, што вы маеце на ўвазе пад перамогай для сябе? Ну, во-первых, надо закрыть вот этот отрезок 26 лет, чтобы человек отказался полностью от каких-то претензий больше на власть Белоруссии. Тогда с чистого листа начать. Вот это тогда будет победа. Но я тоже прошу. Сегодня все супер, классно. Такие эмоции переполняют, но нельзя успокаиваться. Одна надежда на наших заводчан. Надо ехать туда еще, продолжать, уговаривать. Кто еще сомневается. Он боится забастовок. Девчонки, целуйте заводчан. Это реально ваши, которые вас спасут от палок и насилия. Забастовка нас спасет. Спасибо большое. Гэта, дарэчы, ну, вы назвалі такія дзве ключавыя, напэўна, групы людзей, якія спрычыніліся да такого масавага пратэсту. Гэта жанчыны і працаўнікі заводаў. Так. Был момент, когда наступила немножко апатия. Казалось, что все, нас разбили, вот пропал интернет. Приходят чудовищные слухи. И вот девчонки вышли как раз недалеко на Комаровский рынок. Все как-то переломилось. И какие-то силы придали. Но чем мы хуже, ну, если женщины золотые наши вышли поддержать, то мы обязаны были вот это все решить, этот вопрос. Вот после этого это наступил перелом. Спасибо нашим женщинам. Они у нас самые лучшие, оказалось, не только самые красивые, но еще и самые смелые. Спасибо. Дякую. Дякую вам.
Добрый день. Рада Свобода. Нет, я не хочу. Не хочете, будь ласка, ми наставимо. Самые крутые ребята! Сходите, Андрей, вот лучше этих девчонок. Добрий день. Можна пару слов? Ці ви просто шпацируєте, ці ви з мітингу так само вертаєтеся? Розповідіть, що більше за все уразило вас сьогодні за день на мітингу? Мы вместе едины, сплоченные. Белорусы, это, не знаю, никогда бы не подумал, что столько нас вместе может выйти на улицу. За поддержку. Семья. Чому, як ви думаєте, ну зараз таке стало можливо? Ну, проблемы сплочают. Мы команда. А як ви думаєте, ну ось далі, що мусить бути і що може бути? Хотим верить в лучшее, а там уже... Тихановского президента, и все супер. Думаєте, вона вернеться у ближайший час? В ближайший не знаю, но думаю, вернется. Дякую вам. Спасибо. Добрий день. Ви не говорите. Добрий день. Рада Свобода. Скажіть, ці з мітингу вертаєтеся? Да. Ці шмат увогуле ваших сяброў сьогодні ходило? Очень много, но невозможно было дозвониться до людей. То есть порознь ходили, так вот, по 2-3 человека, так вот, можно сказать. Ну, а так людей очень много было, друзей. Ці більше пішло, ці зосталося дома? Ну, половина тех. А увогуле, ну, ось на таку політичну акцію, як давно у опошний раз виходили? Ну, кто-то первый раз, я не первый раз, допустим. Ну, то есть было первый раз, наверное, когда Бабарика Сыпкала, то есть ЦИК не признал, то есть, что они кандидаты, да, и вот я, наверное, первый раз пошел, а второй раз я уже был 9 числа, там, как бы вот так, 9-го, 10-го. Ці не було, ну, ви не трапили, ніхто з ваших сяброў не трапив під кулі, дубинки? Ну, понятное дело, что мы убегали, ну, как бы там другого не дано, ну, кто-то там, может, просто слишком отважный был, или я не могу сказать этого, то есть я не знаю, то есть люди, как бы были кто впереди, они, да, попали под пули, там, и под дубинки, и все, ну, то есть, как обычно. Вот. Не было страху, что что-то подобное сегодня может быть? Не, уже все, они уже не будут, наверное, применять, потому что видят, что народу очень много. Мне кажется, что сами люди, которые в силовых структурах работают, они поняли, что, в принципе, вся эта идеология, которая им вливается в уши, с БТ, там, да, это все обыграно непонятно кем. И я думаю, что, в принципе, они сами, на самом деле, взрослые люди, да, но вот вся идеология, в этом проблема. Это как, в принципе, было как фашизм, как Гитлер, да, там вся проблема была в идеологии. Я думаю, что вот это их слабое место, то есть то, что им вливают в уши там, да, то как бы они вот из-за этого все это делали. Хотя на самом деле, мне кажется, что просто если бы не было этой лжи тотальной за 20 лет, то такого бы, ну, не могло быть и случиться такого вот. Поэтому, ну, это вот основная проблема. Дякую вам. Дякую вам.
гэтым мы будзем завершаць трансляцыю. Гулянні ці шпацыраванні ў Менску не заканчваюцца. Усё яшчэ шмат гуляюць такіх асобных групаў, тых, хто сёння быў на стэле, потым на плошчы і праспекце Незалежнасці ў Менску. Гэта, нагадаю, ужо сённяшні дзень увайшоў у гісторыю як самая шматлікая палітычная акцыя. І ўвогуле, напэўна, такой колькасці людзей ніколі адначасова не выходзіла на вуліцы гораду. Дзякуй, што сочыце за падзеямі разам з намі на Радыё Свабода. І, калі ласка, заставайцеся з намі.